Русскую школу юных медийщиков открыли представительство Россотрудничества в Абхазии и русская община «Славянский дом». Как туда попасть и что интересного предлагают там обучающимся, об этом будем говорить с главой Россотрудничества в Абхазии Дмитрием Федотовым. Да, действительно, мы, правда, еще не открыли, мы ее еще собираемся открывать, поэтому начало этой медийной школы мы пока сейчас ориентируем где-то на 18 марта, уже после, так сказать, и выборов, и после того, как пройдет у нас сейчас этот молодежный форум в Сириусе. Поэтому сейчас силы больше, наверное, туда у нас отложены. И поэтому, несмотря на то, что мы к этой медийной школе готовились заранее, все-таки решили, чтобы это не совпадали все эти события, и поэтому решили немножко развести. Так что открытие медийной школы у нас совместно со Славянским домом будет действительно 18 марта. И, собственно, идею этой школы мы решили, она появилась у нас после того, когда, как нам кажется, достаточно удачно прошли у нас два, как вы знаете, журналистских форума, которые мы организовывали, «Взгляд-22-23». Правда, в тех, так сказать, форумах у нас принимали участие больше, наверное, студенты и взрослое поколение. И почему-то как-то так родилась идея, да еще с учетом того, что мы общались с нашими русскими домами из других стран. То есть, первая, насколько я помню, первая такая медийная школа, она прошла в Киргизстане. И прошла достаточно успешно, и там в основном охватывали ребятишек больше школьного возраста. Поэтому мы решили, скажем так, приобщить, с одной стороны, к журналистике, с другой стороны, для того, чтобы ребята могли свои мысли выражать достаточно четко и емко, мы решили приобщить ребят и школьного возраста, и студентов Абхазского государственного университета. Не обязательно абхазского, но, по крайней мере, это есть студенческого возраста, да. Поэтому мы в эту медийную школу приглашаем как ребят, которые, в общем-то, и учатся в школе, учатся в колледже, учатся в училище, ребят, которые учатся в университете, либо это, скажем так, просто блогеры, которые решили поднять свой профессиональный уровень. Интересно, и школьники, и студенческий возраст, они будут вместе заниматься или для них будут отдельные занятия? Нет, они будут у нас заниматься вместе. Я просто, честно говоря, не вижу разбивка 14-21 год, да, то есть мне кажется, что это приблизительно сейчас в условиях, так сказать, современного мира это уже достаточно, такое то поколение, то есть, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что, например, ребята, которые возраста 14-15 лет, иногда уже знают намного больше, чем ребята, которые в возрасте 21 год, потому что наш мир меняется очень быстро, и информация идет в достаточно большом количестве, поэтому, я думаю, что это приблизительно одинакового уровня. Может быть, какие-то вещи покажутся для ребят, скажем так, младших, более серьезными, кому-то покажется для старших ребят более, скажем так, слабенькие. Но я думаю, что в среднем приблизительно на данном этапе, на первом этапе, это будет нормально. Дальше посмотрим. Хотя мы общались с коллегами из Киргизстана, и там, конечно же, они рекомендуют их все-таки разделять. Они разделять школьников от студентов. Они рекомендуют разделять. Но мы посмотрим. Какие-то занятия, я думаю, будем все-таки адаптировать под один возраст, какие-то занятия под другой возраст. Но пока мы решили оставить все-таки эту категорию ребят. А в чем вы видите вообще важность этого проекта? Во-первых, это приобщение к нашей культуре. Я имею в виду к нашей совместной культуре, да. Во-вторых, все-таки тут момент такой. На самом-то деле... Эти ребята все могут не быть журналистами, но это не обязательно быть журналистами. Я просто... Вспоминая свою предыдущую работу, я понимаю, что, например, когда мы, в разных местах мне удавалось работать, и... Как правило, так сказать, людям дают и возможности ораторского искусства, и возможности написания тех или иных статей, потому что это позволяет вам четко излагать свои мысли, позволяет вам их структурировать и позволяет их, по крайней мере, пока ты пишешь то или иное письмо или готовишься к какому-то мероприятию, то они, по крайней мере, выстраивают какую-то логическую цепочку. Поэтому мы хотим, чтобы ребята уже в этом возрасте научились четко и кратко излагать свои мысли,
смысле. Ну и с одной стороны. С другой стороны, это в любом случае повышение культуры, это в любом случае, так сказать, узнавание новых каких-то методов, особенно те, которые хотят, как вы знаете, сейчас же ведь получается так, что многие у нас находятся в социальных сетях, и многие у нас находятся, скажем так, в интернет-пространстве, нежели на свежем воздухе. И поэтому я думаю, что для них эти все навыки, они в любом случае пригодятся. Ориентироваться в пространстве, правильно читать новости, понимать эти новости. Ну, а потом еще, как вы знаете, сейчас, с учетом того, что происходит, различного рода, скажем так, вбросы той информации, которая искажает нашу историю, это так называемые фейки, да, и так далее. Мы надеюсь, что в рамках как бы и этих мероприятий мы, надеюсь, научим ребят отличать, скажем так, фальшь, отличать вот эти фейки, отличать и выбирать ту информацию, которая является реальной и которая, как бы является правдивой. Поэтому в рамках как бы этого курса у нас будут проходить и мастер-классы, как я сказал, и по ораторскому искусству, мастер-классы по написанию статей, это будут мастер-классы, как защитить себя в интернете, это мастер-классы по кибербезопасности, для того, чтобы, по крайней мере, ребята тоже не могли, по крайней мере, защитить себя, и, как я сказал, находить правдивую информацию. А кто будет учить детей, молодежь? Учить детей у нас, я говорю, так как это у нас шло к этому поэтапно, да, то, наверное, в какой-то степени это был толчок нескольких, скажем так, и организаций, и нескольких мероприятий. С одной стороны, мы в начале прошлого года начали контактировать, в принципе, как с организацией соотечественников мы давно контактировали с организацией «Славянский дом», но в прошлом году они среди школьников, они начали проводить, скажем так, мероприятия по открытию точки Юнипресс в Абхазии, где они подключали к журналистскому сообществу как раз-таки школьников, да, и они работали с вот этой вот общественной организацией Юнпресс в России. И потом у нас был этот форум, который был посвящен Андрею Соловьеву. Там мы уже переговорили с нашими представителями ТАСС. И наверное, это совместная такая симбиоз. То есть мы и там проговаривали, и здесь проговаривали варианты. Поэтому на эту школу у нас мы будем, во-первых, приглашать представителей Юнипресс. У нас выступит и президент Юнипресс, это Сергей Борисович Цымбаленко, и другие представители Юнипресс, а также у нас будут представители ВГИКа, Московского государственного института культуры подключатся к этому проекту. Наверное, один из таких ярких, это будет у нас и Екатерина Сергеевна Андреева с Первого канала. По крайней мере, она уже предварительно дала свое согласие о том, что она прочитает лекцию. И постараемся, по крайней мере, отобрать тех лекторов и тех, специалистов, которые будут, с одной стороны, интересны ребятам, а с другой стороны, дадут какие-то новые вещи уже современные. Но речь идет об онлайн-занятиях или... Нет, речь идет и онлайн, и офлайн, поэтому, скажем так, наши занятия, мы надеемся, что, по крайней мере, подключить порядка 100-120 ребятишек к этому курсу, ребят и молодых людей, и занятия будут проходить в гибридном формате, это будет и онлайн, и офлайн, то есть те ребята, которые хотят в режиме офлайн, они могут прийти к нам в наш русский культурный центр, культурно-образовательный центр, который сейчас мы открыли на базе Сухум. Я думаю, что уже многие о нем знают, так как уже там принимали участие. Там занятия будут проходить в режиме офлайн, а другие ребята, так сказать, из других районов Абхазии могут подключиться в режиме онлайн. Эти спикеры, о которых вы говорили, они приедут в Абхазию или это в онлайн-формате? Нет, это будет в онлайн-формате, да. Это будет в онлайн-формате, так сказать, кто-то из них приедет сюда, но это будет большинство, конечно же, онлайн-формат, то есть... Так как это у нас проект, в общем-то, такой пилотный, то мы, конечно, с одной стороны, за него очень переживаем, с другой стороны, мы сейчас не можем выдернуть, так сказать, вот этих спикеров сюда на территорию Абхазии, чтобы они здесь уже проводили. И посмотрим, как пройдет у нас первая эта школа. Я надеюсь, что она пройдет успешно. Тогда, значит, соответственно, мы будем подключать в том числе и, так сказать, лекторов из тех медийных школ, которые у нас работают в других домах. Поэтому предварительно дали согласие у нас лекторы, которые проводили эту лекцию и в Киргизии, и в Казахстане. Поэтому будет такая международная, скажем так, школа. И еще раз повторюсь, я надеюсь, что те спикеры, которые будут выступать, они
ребятам понравится. А новость уже была на наших ресурсах, в Телеграм-канале. Были ли уже обращения от молодежи? Насколько я знаю, по крайней мере, не то, что были уже обращения, насколько я знаю, что уже там порядка 30-40 ребят уже, по крайней мере, записались на эти занятия, поэтому в этом плане мы не переживаем относительно наполняемости и относительно того, сколько туда придут, поэтому нет, да, желание как бы есть, и в том числе и желание со стороны именно как раз-таки вот этой целевой аудитории. А будете ли присматриваться к самым ярким участникам? Может быть, кто-то какие-то выдающиеся способности, какие-то таланты выявите? Может, какое-то будущее их... Вы знаете, скажем так, я думаю, конечно же, с одной стороны, хотелось бы дать просто всем знания, да, но с другой стороны, я думаю, что ни для кого не секрет, что в любом случае подобного рода мероприятия проводятся в том числе для того, чтобы и найти тех ребят, с которыми можно было бы в дальнейшем сотрудничать, с которыми можно было бы работать. Я надеюсь, что те ребята, которые покажут наиболее хорошие результаты, во-первых, с одной стороны, они будут... С нашей стороны, мы пока еще думаем, насчет призов не буду говорить, какие будут, скажем так, призы и сертификаты, но в любом случае мы надеемся, что это как раз-таки будут те ребята, с которыми мы уже будем более плотно сотрудничать в рамках уже представительства сотрудничества и заниматься какими-то более серьезными вещами. Я думаю, что это ни для кого не секрет, когда идет борьба за умы и борьба за тех людей, которые могут показать свои результаты хорошие. Спасибо, Дмитрий Геннадьевич. Будем обязательно приглашать и ждем вас в студии уже по итогам, по результатам этой медиашколы. Спасибо большое. Зовем всех, приглашаем. Спасибо большое и спасибо за приглашение, потому что действительно очень интересно каждый раз у вас выступать, так что всегда пожалуйста. И к нашим слушателям обращаемся, приглашаем. Да, конечно же, мы приглашаем всех, кто хочет поучиться в этой школе, наших слушателей. Будем рады видеть вас, и мы надеемся, что мы вас не подведем. Да, и как они могут обратиться, как подать заявку могут? На сегодняшний момент мы всю информацию разместим на своих ресурсах, мы разместим на своих телеграм-каналах, там же будет и форма заявки, и, собственно, будет расписана вся медиашкола, то есть вся ее программа, которая на сегодняшний момент пока предполагается, что нам будет проходить в течение 1,5 месяцев, как я сказал, с 18 марта до конца апреля. В основном это будет вечернее время в 4 часа, 2 раза в неделю по 2 часа. Поэтому это не такая уж слишком будет большая сильная нагрузка для ребят. Да, действительно, и те, у кого, допустим, какие-то дополнительные занятия, они все-таки могут найти промежуток и посетить эти лекции. Да, я надеюсь. Спасибо, Дмитрий Геннадьевич.